Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на мужчину в вашей голове, в вашем сердце. А тема звучит так. Будет ли он делать шаги к вам навстречу? Будет ли проявлять себя? Будет ли вам что-то предлагать, обещать, да, говорить о своих чувствах? Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на мужчину, на себя загадайте. И давайте вместе посмотрим. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, ой, так много непоняток между вами сейчас. Смотрите, он вам непонятен от слова совсем, и вы ему абсолютно непонятны. Вы хотите одного и того же. Вы хотите пары, вы хотите союза и вы хотите любви. Да? Хотите счастья на двоих. Но то ли вы не общаетесь, то ли между вами сейчас какая-то напряженка, либо вы друг от друга сейчас далеко находитесь. Вот он для вас мутный, непонятный, и вы такая же для него непрозрачная. Он тут сидит, мается, голову себе ломает, тут куча вопросов в голове. И у вас то же самое. Ребятки, вопрос очень банальный. А что вам мешает с ним поговорить? Поговорить о своих чувствах, о своих мыслях, о своих ощущениях, о своих желаниях. Мы же люди, у нас же есть речь, да? Мы же этим отличаемся от животных. Мы все можем проговорить и все можем обсудить. Слушайте, ну вот диалогов между вами явно не хватает. Общения, катастрофически, вот прям отсутствует общение между вами. Здесь вот девушка, прям кто-то и слезы льет, да, вот прям в отчаянии. Почему он так себя ведет? Почему он не проявляется? Почему он там не звонит, не пишет, не подходит, там скипает меня, игнорит? Уже прям извелась вся. И мужчина такой тоже, знаете, из-под лобья за вами наблюдает. Кстати, он за вами следит, девчонки. Вы знали, что он за вами следит? Тут и справки о вас наводит, и следит, и в интернете следит, и ходит там, если вы где-то вот рядом живете, да, по вашим дорожкам ходит и вот присматривается, да, с кем вы там общаетесь, с кем вы там встречаетесь, да, вот узнает очень много о вас. Если вы на расстоянии, здесь точно за вами кто-то следит по его просьбе. Может быть, даже нанял кого-то, да, заплатил деньги, как они там, частные детективы, следит за вами человечек, ему прям все время сообщает о вас все. Не понимаю, я вот не понимаю, два человека хотят одного и того же, между ними симпатия, между ними влюбленность, между ними очень, кстати, гармоничные чувства, но вот ров между вами, да, пустота между вами. Ой-ой-ой. Я причину не вижу, почему так произошло. Причины нет. Либо она какая-то глубокая, скрытая, да? Может быть, действительно, вы еще не в той фазе отношений, когда люди могут пообщаться, да, напрямую все сказать. Так, будет ли делать он шаги? Ну, девочки, он будет на вас смотреть. На вас почему-то этого мужчины какое-то ощущение, да, что он вам не нужен, что вы его пошлете, что вы его прогоните, что вы там вообще посмеетесь над его попытками к вам подойти и что-то предложить. Вот в сегодняшнем дне, в моменте здесь и сейчас, когда вы смотрите эту отсыпку, он 100% уверен, что он вам не нужен, да, что вы не согласитесь быть с ним вместе. А у вас
вот прям тоже, знаете, прям на 99,9% убежденный, что у него есть какая-то другая женщина, либо к какой-то другой женщине он испытывает вот те самые чувства. И он, и вы ошибаетесь. И он, и вы ошибаетесь. Здесь вот они, ваше сердце, его сердце. Но свое сердце вы у себя в голове держите, а он свое у себя. Да? Не договорились, не поговорили. Здесь будут люди, которые будут вам помогать. По крайней мере, с вашей стороны точно будут, кто вам будет давать хорошие советы, кто будет вас к нему подталкивать, кто будет вам, ну, возможно, даже что-то предлагать, да, предлагать, чтобы с этим мужчиной вот и встретиться, и поговорить, либо как-то вот наладить связь. А вот с его стороны тут ситуация похуже будет. Ему как будто бы не с кем посоветоваться, не с кем поговорить. Либо он не привык никого посвящать свои личные дела, ну, либо, в принципе, он по жизни как одиночка идет. Так, спешу вас, кстати, успокоить, если вы думаете, что у него есть чувства к другой женщине, вы ошибаетесь. Вы хозяйка его сердца, вы хозяйка его чувств. Вот все, что у него там внутри есть, на что он способен, да, в плане чувств и эмоций, все направлено на вас. Никаких других женщин, вот прям чувства к другой женщине, я у него точно не вижу. Я вижу любовные муки именно из-за вас. Вот в сегодняшнем дне он испытывает. Будет ли делать он шаги? Будет. Будет, но после вашего какого-то действия, какой-то перформанс с вашей стороны должен произойти. Вы ему то ли как-то намекнете, то ли вы сами его куда-то позовете, пригласите, либо обратитесь к нему, да, с каким-то вопросом, просьбой. И после этого мужчина уверует, что он вам нужен, что вы к нему испытываете симпатию, и только после этого он начнет действовать. Причем действовать очень, кстати, напористо. Вот неожиданно напористо. Сейчас он сидит, молчит, морозится, а как только поймет, что вы даете ему зеленый свет, о, девчонки, тут его не остановить. На всех скоростях в отношения с вами он помчится. Да, он еще, смотрите, надоедать вам будет. Знаете, как будет форсировать события, да? Давай, скорее, больше, там, встречаться, там, жениться, быть вместе, там, рожай мне скорее, там, давай вместе что-то делать. Да, такое будет. Давайте я еще вот посмотрю на оракуле, да, в чем причина, почему вы не общаетесь. Мне просто интересно, песок точно не показал. Вот. Вроде как и любовь, и чувства есть у вас друг к другу, но почему-то вы не общаетесь. Почему не общаетесь? Ну, что это за стена между вами? О чем эта стена? Почему она между вами возникла? Так, ну тут явно какие-то страхи, сомнения, недоверие. Так, все, по второму кругу пошли. Ну, тут у вас характеры такие, натуры у вас такие, что у него, что у вас. И вы, и он очень закрытые люди. Вы очень долго решаетесь, как говорится, долго запрягаете, ну а потом быстро едете. Девчонки, кто-то должен сделать первый шаг. Кто-то из вас должен сделать первый шаг. Мужчина слишком напуган для того, чтобы делать этот первый шаг. Я так понимаю, что вся инициатива будет в ваших руках. Здесь оракулы вам рекомендуют ему вот что-то написать. Да? Написать, может быть, позвонить. Ну, больше, конечно, на переписку похоже, да? Через переписку начать с ним общение. Ну и дальше у вас все наладится. Смотрите, вам тут небеса улыбаются, вам тут шансик небеса пошлют, чтобы все прям у вас было замечательно, шикарно, чтобы вы прям и договорились. И смотрите, страсти между вами начнутся, тут не детские, шалить будете с ним. У вас все сложится. Главное, чтобы вот именно вы, да, получается, именно вы должны сделать этот первый шаг. Подать ему сигнал, что ты мне нравишься, ты мне приятен, я хочу с тобой
ближе познакомиться, да, либо я не против того, чтобы мы с тобой ближе познакомились. И мужчина пойдет, полетит, побежит на крыльях любви, тут понесет его, знаете, с какой силой. Начните, девчонки, ну что вот сидите мучаться? Просто напишите, да, там, напишите ему слово «привет», да, как дела. Там. Если у вас есть действительно какая-то проблемка, да попросите его, чтобы помог. Поверьте, он так будет счастлив, он так будет этому рад. Ведь это такой мощный сигнал для него. Дайте ему этот сигнал. Он в этом очень-очень нуждается. У вас с этим мужчиной должна получиться пара. Пара, и я вижу очень страстные отношения, любовные страстные отношения, безумные страсти будут между вами. Вы как приклеитесь друг к другу. Кстати, у кого-то идет, что вы очень быстро от этого мужчины забеременеете. Либо, если у вас уже возраст, например, вы не расположены рожать, и вообще как бы, да, не ваша тема, очень быстро вот гнездоваться с ним начнете. То есть съедетесь, вместе будете проживать. Мужчина-то неплохой, да и вы классная женщина. Девочки, сигнал. Дайте ему сигнал. Как только дадите сигнал, все у вас пойдет. А если будете сидеть ждать от него, ну так состаритесь, пока его дождетесь. Видите, какой он у вас тут пуганый зверек. Дайте ему сигнал. И иногда самой, да, женщине нужно сделать первый шаг. Самой женщине. Это не стыдно. Это нормально, ничего плохого в этом нет. Делайте первый шаг, посмотрите на результаты. Результаты будут просто головокружительные, вы об этом никогда не пожалеете. И мужчина будет очень благодарен за то, что вы ему включили этот зеленый свет. Так, мои милые, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.